Здравствуйте, уважаемые телезрители канала Ташкента. Очередная программа «Профессионал» в эфире. Гости сегодняшней нашей программы – заслуженная артистка Татарстана, Башкорстана Фируза Халдарова. Ну что, давайте знакомиться с ее деятельностью поближе. Солистка Государственной хоровой капеллы Узбекистана, героиня нашей программы Фируза Халдарова всю свою жизнь посвятила творчеству. И сегодня она профессиональная творческая личность, у которой своя аудитория. Ее концертная и общественная деятельность вызывает восторг и уважение. Каждый концерт с участием Фирузы становится настоящим событием в культурном пространстве. Отметьте, а ведь за этим успехом стоит немалый труд. Встречались с ним у перекрестка, мы бродили там. Каждый кустик, каждая Фируза Мухаммадалиевна, мы очень вас рады видеть в нашей программе. Несмотря на свою занятость, сегодня вы здесь с нами в нашей программе. Ассаламу алейкум. Здравствуйте. И мне очень приятно, что сегодня я оказалась героиней вашей передачи. Спасибо Взаимно. большое. Да. Конечно же, все идет с детства, и это самый незабываемый период жизни. Все начинается оттуда. Угу. В детстве мы мечтали, я это очень хорошо помню. Ну, петь я, конечно, хотела, наверное, в самом раннем детстве еще. Да. Уже тогда было заложено. Да, мне рассказывала моя мама, что мне было 1,5 годика, и я очень зажигательно танцевала. То есть, услышав музыку, я начинала сразу танцевать. Ну, танцовщицей я, конечно, не стала, хотя очень люблю танцы, очень люблю наш ансамбль «Бахор», очень люблю вообще смотреть и быть на концертах танцевальных коллективов. Но мечта есть мечта, конечно же, да. Учась во 2 классе, к нам в школу, я училась в 142-й школе на Новомосковской, пришли 2 руководителя. Вот одного фамилию помню, второго сейчас уже не помню, потому что это очень так. И оказалось, они набирают талантливых, так сказать, поющих детей, девочек в ансамбль «Пахтовой». «Пахтовой» назывался. Да, который знаменит тогда. Вот. И это было в Доме пионеров на Дархане. Ну, так как я рядом жила. Вот, и вот так вот несколько раз вот я походила. Но, видимо, дети ж как, что-то, если не происходит какого-то действия, да, становится, может быть, неинтересно что-то, да. Ну, а так как у меня очень было много вообще обязанностей и по дому, по утрам рано мама уходила на работу, меня поднимала, все, в ясли я его вела, он еще маленький совсем был. Вот. И, видимо, какие-то, может быть, домашние дела. Ну, я не помню, что уже сейчас. Что-то тогда мне не позволило, наверное, может быть, пару раз мне прийти на эту репетицию какую-то. И вот, когда я пришла, и меня, в общем-то, выставили за дверь, сказали: «До свидания». То есть, вы понимаете, да, нас уже к этому приучали, мы должны были быть ответственными за себя, за свои действия. То есть вот мы, раз уже нас приняли, мы должны ходить, да, все. И вот тогда, выйдя из этого Дома пионеров, я буквально вот прям наткнулась, там был такой дом генерала Петрова, дворик такой. Там находилась музыкальная школа при окружном доме офицеров. Я туда зашла, и я к директору сразу.
второй или третий класс уже, сейчас вот не скажу, И да. прямо к директору. Ну, то есть я же не знала, что это директор. Я просто сказала, я хочу учиться. И она сказала, девочка, а у тебя кто-то есть военный в семье? Я говорю, с гордостью, да, у меня дед 2 войны прошел. Ух ты. Да, он был танкистом. И все, она, помню, рассмеялась от души. То есть она, конечно же, имела в виду, наверное, членов семьи, Да, вот, да, да. действующих военных. А я так вот нет. Ну и потом меня прослушали и приняли. Я училась там потом по классу баяна, аккордеон. Ну и впоследствии я окончила эту музыкальную школу. Школу параллельно окончила 10-летку. Вот. И после 10 класса мне, конечно же, захотелось продолжить, но так как вокальной же подготовки не было какой-то определенной, и я вырезки из газет делала, читала, где, куда можно поступить. Вот. Пришла я в училище Хамзы. Что-то мне это не понравилось. Вот. То есть ты через порог переступаешь, и вот что-то вот как-то некомфортно, что ли, вот было мне. Я, вы знаете, вот просто что-то меня повернуло, и я ушла. Я пришла домой, говорю, нет, я поеду, мама, на твою родину. На твою родину. На твою родину. И там я, опять-таки, об этом читала, там есть училище искусств уфимское. А мама, конечно, расстроилась, расплакалась, говорит, зачем как мы будем расставаться, ты будешь там, а мы здесь. Я говорю, ну, как-то же тоже люди учатся. Вот. Ну и так получилось, что билет мы купили чуть раньше, чем в школе выпускной бал, а я к Вы не этому дождались вечеру, да, выпускного нет, вечера, нет, уехали. такое красивое платье мне шили из бирюзового шифона, такого японского тогда продавался, я помню, на Алайском покупали эту ткань, вот, и вы знаете, мне, да, наверное, очень хотелось быть в нем, но желание полететь было сильнее. Да. Вот. Ну и я так оказалась в Уфе. Но поступала я уже на дирижерско-хоровое отделение Да. по совету моего педагога в музыкальной школе Антошиной Светланы Борисовны. Помню, как ее зовут, я очень ее любила. Вот. И для меня ее напутствие было очень важным. Вот. И я пришла на экзамен, то есть на дирижирование, да? Вот. И что интересно, вот уже на экзамене я продирижировала, значит, спела, продирижировала. И педагоги, которые принимали экзамен, они посоветовались, что-то там между собой пошукались. И, значит, спрашивают меня, девушка, а вы бы не хотели петь? Вот сейчас там идет экзамен на вокальном отделении. А это же то, что я хотела, да? Да. Ох, думаю, то есть сама судьба как-то ведет, да? Вот. Я говорю, да, я очень хочу. У вас есть голос, у вас хорошие данные. Пройдите туда. То есть вот как-то так получилось. То есть с экзамена я иду на какой-то другой, да, экзамен сразу, прям сразу. И это уже было, видимо, конец дня, наверное, да, экзаменационного. Я постояла возле дверей, это как раз малый зал в училище, подождала, когда выйдет оттуда абитуриент, и зашла. Вот. Педагог, который меня прослушивала, вот, вернее, она попросила меня спеть, значит, попросила спеть, а я в этот момент как-то сразу не вспомнила каких-то песен, да, думаю, что спеть, а что От спеть? волнения. От волнения, да. И я думаю, раз я здесь, надо, значит, спеть татарскую какую-нибудь песню. Я вспомнила старинную песню, которую пели наши родители, бабушки пели, да. Вот я ее, значит, затянула. А сейчас вы ее можете исполнить нам? Буквально чуть-чуть. Ну, сейчас Да.
Ну, я ж не распитая еще. Ну да? ничего, ничего. Мгм. Yaman sula bunlarını buylama, Anıtkanı derinde diye buylama, İlişkinde anadımın yarımını, Şiltre bakan nazlı yarımını. Ну, там Великолепно. слова еще тоже не совсем сейчас Великолепно, помню. великолепно. Вот. Ну, немножко в так другом темпе, естественно. И в этот момент, ну, мне показалось, что, может быть, педагогу не совсем это понравилось, да, может быть, не понравилось мое исполнение, или, может быть, она уже была уставшая от предыдущих исполнителей, да. Не знаю, но мне показалось, что она не совсем меня принимает сейчас, да. Мгм. Вот. Ну, впоследствии так получилось, что все экзамены вступительные я сдала, Мгм. и далее уже мы смотрим список. Я себя не нахожу в списке. У меня сразу такое... Всё опустилось. Все опустилось, да, я уже собралась рыдать, собралась. Мгм. Слезы наготове. Да. И мне моя подруга, с которой мы уже успели там подружиться, Подружиться. она говорит, а вот, посмотри, 2-й курс. В списке 2-го курса я, моя фамилия. Я говорю, как это так? Второй курс. Да. Надо же. То есть, да, меня приняли на 2-й курс. Вот. 4-годичное обучение, меня приняли на 2-й курс. Вот. И так я стала студенткой Начали творческую этого, свою да, деятельность. училища. Смотрите, все-таки родители, когда поддерживают своих детей, направляют по той дороге, по которой они мечтают, значит, все-таки ребенок достигает высот, вот, например, как вы сегодня. Спасибо, да, я горжусь тем, что мои родители все-таки меня поддержали. Хоть, может быть, и было сложно им это сделать, потому что папа у меня был хирургом. И, конечно же, все думали, что я буду, наверное, поступать в медицинский. Я медицину никак не рассматривала, естественно. Вот. Да, Ни- мне никак, противоположно, да, да, абсолютно. конечно. Нет, что я говорю, родителей хватит. Вот. Ну и вот так вот сложилось, что я окончила там. И очень вспоминаю с гордостью. И еще один такой вот мой важный, наверное, момент, когда меня пригласил в свое юбилейное турне, наверное, да, так правильно назвать, композитор Рафик Сальманов. Мгм. Вот, жил такой композитор. И честь для меня была Мгм. большая. То есть это как-то вот даже льстиво, да, то есть не будучи башкирской, а мне вот так вот, Мгм. Мгм. скажем так, вот дают такие песни исполнить, которые, наверное, ну, я не знаю, был ли акцент у меня, не было ли акцента, но я этот язык быстро выучила. Екеу бірге отырғансыз бірге болсын ойығыз, екеу бірге отырғансыз бірге болсын ойығыз, итегізді бар келгенсіз құтлы болсын тойығыз, итегізді бар келгенсіз құтлы болсын тойығыз. Бар бұлбұллар қауышқандай нешік қауыштығыз сіз, бар бұлбұллар қауышқандай нешік қауыштығыз сіз, бұл қадір матур пар болып нешік табыштығыз сіз, бұл қадір матур пар болып нешік табыштығыз сіз.
Какими качествами должен обладать творческий человек, как вы думаете? Вот сегодня молодежь, которая вступает на вашу, да, вот скажем, профессию, да, вот чем они должны обладать в первую очередь? Ну, на сегодняшний день мне вообще кажется, что наша молодежь, она более продвинутая, там, вот, чем мы были тогда, в то время, да, наверное. Она более целеустремленная, да, такая смелая, открытая, да. То есть мне кажется, что у них есть все качества те, которые нужны для достижения целей, да, определенных целей. Но вот я сейчас по своим детям я смотрю, у меня 2 дочери, они добились того, чего хотели. То есть у меня старшая дочь бортпроводник Узбекистан Airways. Младшая дочь у меня окончила магистратуру Казанского федерального университета. Она в Казани, да, юрист. Окончила юриспруденцию. То есть, ну, добились. И учились они, в общем-то, очень хорошо. Так что я думаю, что у молодежи сейчас гораздо больше и возможностей, и потенциала, и целеустремленности. С гордостью могу об этом говорить, живя в Узбекистане. Да, созданы все условия для того, чтобы представители разных национальностей, да, могли сохранять свою, в первую очередь, свой язык, культуру и традиции. Работая в филармонии, я даю эти концерты на сцене. Ki bu cihan eller yurtlar yoktur dünyada Turfa turfa renk ohanglar kezer havada O'zbek elim barchasidan ko'rkam ziyoda O'z baxtini qo'shiq qilib kuylar navoda O'zbekiston suyimiz O'zbekiston xonadonimiz asragaymiz xalq to'rida O'zbekiston onajonimiz Фируза Мухаммадалиевна, вот вы какие романсы любите исполнять? Вот ваши любимые, которые вы с удовольствием, вот удовольствием. можете постоянно их петь. Городской романс, городской старинный романс, да. Цыганские романсы тоже есть. Но самой моей большой любовью, это, наверное, считается романсы Рустема Яхина. Есть еще одна любовь. Анна Герман. Анна Герман, я прошу прощения. Анна Герман. Анна Герман, Да. вы в нее влюблены, как мы. Надежда, мой компас земной, а удача награда за смелость. А песня довольно одной, чтоб только думе в ней пела. И она навеки вечная, вот просто поселилась в моем сердце, когда цвели сады. Дурманом сладким веяло, когда цвели сады, когда однажды вечером в любви признался ты. Дурманом сладким веяло от слова твоего. Поверила, поверила, и больше ничего. Один раз в год сады цветут, весну любви один раз ждут. Всего один лишь только раз цветут сады в душе у нас. Один лишь раз, один лишь раз, а звезды тихо падали, когда цвели сады. О будущем загадывал, о свадьбе думал ты. И я уже не прятала своих счастливых глаз, украдкой
мама плакала от радости за нас. Один раз в год сады цветут, весну любви один раз ждут. Всего один лишь только раз цветут сады в душе у нас. Один лишь раз, один лишь раз. На сегодняшний день, конечно же, мы не ограничиваемся, потому что мы в движении, жизнь-то не стоит на Да, месте. И да. не только мы исполняем, да, вот, то есть я говорю, почему мы, потому что я работаю вот уже много лет, наверное, сразу после рождения моей младшей дочери, и по приглашению Ахада Вахидовича, пришла в хоровую капеллу Узбекистана. И Мгм. вот до сих пор Ну как там? это мой коллектив. В капелле как? В капелле я как и в хоре исполняю, так и сольно. Мгм, Вот. мгм. Поэтому я и говорю, мы исполняем сейчас и не только классическую музыку, не только репертуар такой у нас, да, а обогащаем еще современными и эстрадными песнями. Музыка, которая вот сегодня, да, звучит современно, с удовольствием с нами исполняют те же студенты, вот, хлопают вместе с нами, поют, вот, как-то так. То есть мы в ногу со временем. Со временем. Как вы думаете, какими качествами должен обладать человек, чтобы его считали хорошим, добрым человеком? Это сложный вопрос. Но для меня это прежде всего, конечно, человек должен быть просто порядочным, да, а потом уже отзывчивым, добрым и все остальное, да, что делает человека человеком. Вот. То есть с легкостью отдавая себе всю самого себя, должен прийти на помощь другому человеку, да. Ну, как-то для меня это, наверное, важно. Вот в моей жизни, в нашей семье так устроено. Ну, мы по-другому, наверное, не можем. Да. А вот именно в вашем окружении не были такие люди, вот, которые предавали? Может быть, были такие моменты? Ой. А у кого У кого их нет? таких моментов не было? Да, Да, я с вами конечно. согласна. Были, но я об этом... Это школа тоже, да, в каком-то роде? Конечно, Для человека? конечно. Каждый человек является для вас каким-то своеобразным учителем, да? Это опыт, который вы потом приобретаете. Ну, вы знаете, я никогда об этом, о каких-то таких неприятных моментах я не вспоминаю. Да. То есть для меня это пройденный этап, это вот школа, через которую, видимо, ты должен был пройти. Пусть все живут хорошие и нехорошие, не очень хорошие. Да, да, да. То есть это все наше окружение, и не знаю, я очень люблю людей, очень люблю быть всегда в центре каких-то событий, наверное, да, потому что жизнь, она прекрасна во всех ее проявлениях, да, есть очень большое количество, вот в моем окружении, и я бы даже сказала, это стопроцентные, добрые, отзывчивые, искренние, дружелюбные, всегда идущие ко мне навстречу, меня любящие, и я их очень люблю. То есть вот такие люди. То, что отдаете, то и получаете. Ну, да. Наверное. Да. То есть я очень-очень счастлива.
хотелось петь песни, народные песни, татарские народные песни. А где это сделать? Ну, вот здесь вот в Ташкенте есть татарский культурный центр. Вот. И вот как-то так вот все завязалось, и так вот и продолжаю по сей день. Вот я уже много лет заместитель председателя Татарского культурного центра по культуре. Вот. Все мероприятия, большие и маленькие, творческие вечера, я сама пишу сценарий на 2, 3, если надо, на 4 языках это делаю. Вы Всегда можете, со мной. значит, все совмещать. И творчество, и работу с людьми, с общественностью. Да, как-то так удается, наверное. Это уже оценка людей, скорее. После основной работы общественное – это продолжение. И так вот так мы живем. В творчестве самое главное – искренность. Все, что делает артист на сцене, он должен делать с душой, с любовью. Что касается к выбору песен, Фируза Халдарова всегда подходит избирательно. Каждую песню выбирает сердцем, и таких песен большинство в ее репертуаре. Сцена для нее – это все. Сцена – это все-таки моя жизнь. То, без чего, наверное, бы я никогда не смогла жить. И если бы пришлось прожить заново эту жизнь и начать сначала, то я бы, конечно же, все-таки была на сцене. Вот. Ну, с годами кто-то, если думает, что волнение перестает вами обладать, нет. С годами меньше его не становится. То есть перед каждым моим выступлением я всегда есть такое некое, потому что каждую программу, каждую песню я, конечно же, пропускаю через себя. И мне хочется это донести до моего любимого зрителя. Ну, и поэтому перед началом концерта я обязательно испытываю вот то состояние, которое, то есть за какой-то маленький короткий отрезок времени до начала концерта я переживаю весь этот концерт, как бы его представляя, как он должен пройти, как это все должно состояться, да, и как я буду исполнять. И вы знаете, даже вот позиционно, вот, так сказать, свой голос ощущаю. Вот. И как только начинается первая песня, вот, после первой песни, во время этой исполнения первой песни, и такое ощущение, что прошел, ну, не знаю, целый час, наверное, да, это вот большой отрезок времени, который ты проживаешь в одной вот в этой песне. И вот когда к концу песни ты понимаешь, что ты ее исполнила так, как ты ее хотела исполнить, да, вот как ты хотела донести это до зрителя, вот только тогда, возможно, у меня проходит то вот состояние волнения. Один раз в год сады цветут, весну любви один раз ждут. Всего один лишь только раз цветут сады в душе у нас. Один лишь раз, один лишь раз. Ташкент – это мой город, это город моей юности, город моих детей, город, где я выросла, работала и работаю. И, конечно же, всякий раз, когда я уезжаю из города, может быть, в теплые края, а может быть просто, а может быть на гастроли, то я всякий раз с переполненным чувством гордости возвращаюсь в свой родной город. Город, без которого я никогда не проживу. Мой Ташкент, мой любимый Ташкент.
Творческие личности – это удивительные, уверенные, очаровательные, харизматичные, сильные духом, ответственные и позитивные. Такую характеристику можно дать всем творческим людям. И в свою очередь хочется пожелать Фирузе Мухаммадалиевне творческих взлетов. И самое главное – это крепкого здоровья.